Добрый день, уважаемые друзья! Мы в Агинском национальном музее имени Гамбужап Цибикова. Я сижу как раз за столом Гамбужап Цибикова. За этим столом я думаю, написано много трудов. В этом году, в 2023 году, мы широко отметили, если кто помнит, юбилей Гамбужап Цибикова, 150-летие со дня его рождения. И где-то начиная с января этого года по июнь, где-то в начале июня мы закончили, полностью мы прочитали вот эту вот книгу Гамбужап Цибикова. Это переиздание его основного сочинения «Буддист-паломник у святынь Тибета». Конечно, оригинал книги, он более толстый, с иллюстрациями, но здесь убрали фотографии, и поэтому он немного тоньше. А всего у него 2 тома. Первый том – это вот то, что мы прочитали, это «Буддист, паломник у святынь Тибета», а второй том – это его труды. И поскольку мы его основное сочинение уже прочли, то продолжим читать его избранные труды, как мы и обещали, кстати. Сейчас вот отпускной сезон заканчивается, и с новыми силами мы пришли уже на работу, и вот с новой силой начнем начитывать. Значит, что здесь напечатано в этой книге? Я думаю, трудов у него много, но здесь его труды, которые касаются культуры бурят. Но тут в самом начале говорится, напечатано его выступление перед Русским географическим обществом 7 мая 1903 года. А мы знаем, что его экспедиция закончилась в 1901 году. И это был, наверное, его отчет. И вот с этого его доклада мы, наверное, и начнем. А дальше идут его труды. Какие его труды, значит, здесь посмотрим. Так, значит, о вопросах орфографии и терминологии, это, наверное, в бурятском языке. Дальше история монгольской письменности. Монгольская письменность как орудие национальной культуры. Так вот озаглавлен еще один труд. Другой о национальных праздниках бурят. Далее состояние шаманизма в разных частях Монголии и Бурятии. Я думаю, интересно будет послушать. Влияние на шаманство других исповеданий. Это он очень подробно пишет, ведь Цибик Мантуев, отец Гамбужап Цибикова, был приверженцем шаманизма, поскольку его отец был шаманом. А потом, после этой экспедиции, они становятся буддистами. Ну, может быть, здесь отражено. Послушаем. Дальше шаманы и шаманки. Духи, что это такое. Далее шаманизм у бурят-монголов, опять так, сагалган, что такое. Культ огня у восточных бурят-монголов. Последствия революции, культурное положение, буряты, казаки как воины, хозяйство какое было, быт казаков бурят какое было. Так, дальше забайкальское, бурятское, казачье войско. В общем, вот такие вот труды. И об этих трудах мы вам расскажем, прочитывая его труды Гамбужап Цибикова. Я желаю вам приятных моментов, слушая труды нашего выдающегося ученого, профессора Гамбужап Цибикова. Гамбужап Цибиков. Избранные труды. Общее заглавие о Центральном Тибете
Монголии и Бурятии. О Центральном Тибете прочитано 7 мая 1903 года на общем собрании Императорского русского географического общества. Является отчетом Гамбужап-Цибикова об экспедиции. Представляя отчет о моем путешествии в Тибет, предпринятом в 1899 году на средства Императорского русского географического общества, я в сегодняшнем моем докладе пройду молчанием весь путь по Монголии, Китаю и Амдо и начну сообщение с границы конечной цели моего путешествия, то есть Центрального Тибета. 19 июля 1900 года караван богомольцев, в числе коих ехал я, после 22-дневного пути по безлюдному северо-тибетскому плоскогорью остановился лагерем на речке Санчу у северной подошвы Бумзайского перевала. Караван этот сформировался в Амдосском монастыре Гумбум и вышел оттуда 24 апреля. Состоял он приблизительно из 70 человек, почти исключительно амдосских и монгольских лам, помещавшихся в 17 походных палатках. Подводы с людьми и вьюки везли 200 лошаков и лошадей, приобретенных в Амдо. Местность этой нашей остановки была замечательна тем, что тут мы встретили жителей Центрального Тибета. Здесь при самой дороге была расположена большая черная палатка, банак, в которой жили солдаты из местных жителей, как передовой пост для дозора за появлением иностранцев. В отчетном году они получили специальный приказ следить за русской экспедицией Козлова, о которой было донесено в Лхасу из Кукунорского Донкора с нарочными еще в апреле. Постовые солдаты тотчас же пришли в наш лагерь и, увидев, что это обычный караван богомольцев, принялись уже каждый за свои частные дела, заключавшиеся в мелких торговых сделках посредством натуральной мены, а главным образом в зорком высматривании того, что плохо лежит. Через 4 небольших перехода отсюда мы прибыли к так называемому Накчуганба, то есть к Накчукскому монастырю, резиденции 2 правителей здешних кочевников, назначаемых от Центрального управления Тибета Девашуна. Один из них духовного звания и именуется Ханбо, а другой светского и зовется Нансал. Они заведуют сбором по дате и решают важные дела, возникающие между туземцами. Они же заведуют казенными станциями Акнакчу, Гонба, Долхасы. И на их обязанности лежит принятие предварительных мер по остановке едущих в Лхасу европейцев и поспешное уведомление Центрального управления о них и о всех вообще подозрительных лицах. В последнюю категорию пришлось попасть и мне, благодаря начальнику нашего каравана, казначею гумбумского перерожденца Шочи, который ради снискания дружбы, а может быть и ради снятия с себя ответственности, донес, что в числе монголов едут буряты. Хотя вопрос о свободном пропуске бурят в последнее время был решен в положительном смысле, но казначей и Ханбо сумели вынудить от нас 5 ланов серебра, которые моментально выключили нас из категории подозрительных и открыли двери в Лхасу. Кроме того, Накчусский монастырь служит как бы таможенной заставой для всех вообще богомольцев.
Дело в том, что при проходе через него богомольцы обязаны уплатить по 2 дхамха, тибетская монета, с каждой палатки. Мотивировкой такого налога служит потрава местных пастбищ, и для отказывающегося платить не назначается никаких репрессивных мер для взыскания, но наносится косвенное наказание посредством запрещения местным жителям входить с непослушными в какие бы то ни было сделки. Потратив полдня на сделки с Ханбо, караван пошел далее от того монастыря, находящегося на левом берегу небольшой речки Дречу, и через 10 верст подошел к левому берегу реки Накчу. Эта река в дождливое время бывает невозможна для переправы вследствие глубины воды и быстроты течения при полном отсутствии лодок. В частности, наш караван был задержан на 2 суток в ожидании спада воды. Далее 3 значительных перехода делаются по водораздельным холмам между Накчу и Уйчу и довольно широкой равнине Суншан, с западной стороны которой возвышается гора Самтанкансар. Из этой долины через невысокий перевал Джогла, по-монгольски Нейман Субургайндава, дорога вступает в долину Дам, населенную потомками монголов, приведенных в Тибет хашудским Гушиханом в середине XVII века. Они теперь совершенно отибетились, хотя некоторые из них сохранили свои монгольские войлочные юрты и не разучились доить кобылиц и делать кумыс. В языке их почти все монгольское исчезло, за исключением названий должностных лиц и некоторых специальных технических выражений. Дамские монголы подведомственны маньчжурскому амбаню, пребывающему в Лхасе, занятие их скотоводство. Из Дама через Ла-Нила или двойной перевал вступаем в ущелье, где встречается первое оседлое земледельческое население Центрального Тибета. Оно, понятно, уже более культурное, и на реке Помдочу переправа пешеходов происходит по цепному мосту, правда, очень неудобному. А в дождливое время вьюки перевозятся в кожаных лодках, животные переправляются вплавь. На правом берегу этой многоводной и быстрой реки стоит замок Памдацон. От него верст через 40 попадаем на речку Пэнбу, перевалив через довольно высокий перевал Чагла. Пэнбу или Пэньюл – одно из густо населенных мест Тибета, и из него караванам предоставляются 2 дороги. Одна без перевала через устье Пэнбу и правому берегу Уйчу, а другая прямая через высокий перевал Гола. В верстах 15 от вершины этого перевала находится столица Тибета – Лхаса, в которую мы вступили 3 августа 1900 года после 3-месячного пути от Гумбума. Центральный Тибет, под которым мы подразумеваем 2 провинции, Уй и Цзан, не был, как известно, после 1845 года посещаем европейцами, по крайней мере, в главных своих частях, но, тем не менее, литература о Тибете из года в год увеличивается, и ученый мир знает о нем весьма многое. Из русских путешественников никто ни в старину, когда допускали сюда европейцы, ни тем более и новое запретное время не проникал туда. Но Тибет
ежегодно посещается русскоподданными бурятами и калмыками вот уже непрерывно более 30 лет, если не считать единичного, вероятно, случая, бывшего в первой половине XVIII века, а именно путешествие бурятского ламы Заяева. Многие из этих паломников составляли свои записи или воспоминания о Тибете, из коих изданы пока лишь доклад Заяева и дневник калмыцкого паломника Базабакши. Конец первой части первого труда Камбужап-Цибикова о Центральном Тибете.